Сибай, помоги животным. Такой призыв содержался в названии акции, прошедшей на днях на Центральной площади. Мероприятие было организовано в честь Дня защиты животных, который отмечается во всем мире 4 октября, и было обращено к проблеме брошенных питомцев в нашем городе. Наступили осенние холода, грядут зимние морозы, а значит скоро жизнь бродячих собак и кошек превратится в постоянную борьбу за выживание. Именно в этот период от голода и переохлаждения погибает наибольшее число братьев наших меньших. И если организм собак позволяет им легче переносить морозы, то критическая температура для кошки достигается уже на отметке 15 градусов ниже нуля. Но главный губительный фактор, по мнению участников акции, это человеческое равнодушие. Вот я на днях была в саду, привозят в сад и выбрасывают этих кошек. Мне их так жалко становится, прям вообще. Я читала, где-то 10 кошек оставлены на произвол судьбы. Конечно, это некрасиво, конечно, со стороны наших жителей. Должны они относиться к нашему меньшему брату очень так же, как и своим детям. Кормить, ухаживать за ними. Я считаю то, что животных не надо выкидывать. Вот у меня дома есть кот и собака. Я собаку подбрала из улицы. Мне жалко животных, я их очень люблю. И я считаю, что животные всегда должны быть дома. То, что не надо их выкидывать, это счастье. У меня кот и собака очень хорошо дружат, живут вместе, никаких ссор не бывает. Кота зовут Бегемот, а собаку Лиса. А почему кота так решили назвать? Потому что моя мама перечитывала книгу «Мастер и Маргарита», и мы назвали в честь кота. Человеческое сострадание, по мнению организаторов акции, единственный шанс на спасение у брошенных питомцев. Однако не каждый душевный порыв на деле обращается во благо. Прикармливая и приучая бродячих животных к пайку вблизи от своего места жительства, человек не только помогает зверю, но и обрекает себя на опасное соседство. Нередко безнадзорные животные являются переносчиками опасных для жизни человека инфекций и заболеваний. Гораздо гуманнее, по мнению представителей профильных организаций, бороться с проблемой на предупреждение. Одним из самых эффективных способов по праву является стерилизация. Общество помощи бездомным животным «Зоопланета» существует уже около 4 лет и продолжает выступать с активной пропагандой данного метода решения проблемы. В минувшую пятницу в рамках акции был организован сбор средств, направленный на операции, организацию питания в пунктах передержки и оказание помощи травмированным животным. Зоопланета начала действовать с 2012 года. Ситуация изменилась в чем? Люди начали понимать, что стерилизовать действительно нужно. Мы немного донесли до людей, что выкинуть это негуманно, утопить негуманно, что лучше стерилизовать своего животное, чем потом бороться с последствиями, с питомцами самыми маленькими. То есть это жестоко. В Сибае с текущего года в рамках борьбы с поголовьем бродячих животных также начали применять стерилизацию. Была организована служба по отлову и временному передерживанию безнадзорных животных в реабилитационный период после хирургического вмешательства. Однако, согласно имеющейся у нас информации, стерилизации подвергаются только кобели. Проведение подобных операций на самках – более затратный, но и значительно более эффективный метод борьбы с проблемой. При обработке около 80% самок в течение одного репродуктивного цикла популяция теряет способность к самовосстановлению и начинает сокращаться естественным путем. Данный способ был опробован на практике и показал высокую эффективность в Кронштадте. За 4 года численность бездомных животных в этом городе удалось снизить на 60%. Ветеринарная лечебница нашего города Сибая полностью поддерживает это мероприятие. Если найдется меценат, который будет оплачивать услуги операции, тогда мы за. Привозят, кто-то оплачивает, и мы делаем. Никаких вопросов нету, не возникнет. Любое количество. Мировая практика борьбы с бродячими животными доказывает, стерилизовать не только гуманно, но и экономически выгодно. Решение данного вопроса в массовых масштабах находится в компетенции профильных служб и организаций. А вот судьба каждого отдельного щенка или котенка находится целиком в руках его хозяев. Нам, как старшим братьям, нельзя забывать о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, а бросать своих подручных на улице и вовсе преступление. Ринат Музафаров, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.